Здравствуйте. Меня зовут Аликрам Музаффар. Я сам из Азербайджана. Мне 61 год. Свыше 70 стран мира я объездил. Я в 91 году приехал в Турцию, 250 раз в Турции объездил. Мой объект исследования – человек. Значит, я всегда говорю, что трагедия человечества – невежество. Человек, не зная о себе, не имея о себе мнения, как человек как создался, за мнение другого идет террор, на войне идет. Вот я, кроме этого, председатель и учредитель фонда пропаганды идеального мира. У нас сайт есть galipsultanlar.com, на этом сайте все наши фильмы поставлены, потом «Дети золотого века» мы сняли, наш фонд снял, значит, на русском, на английском, на французском, на немецком языках, несколько языков, это все на сайте есть. В общем, я так решил, что с этим нашим взрослым как видите, наш фонд называется фонд пропаганды идеального мира. А идеальный мир мы с этим взрослым не можем делать. Поэтому я решил, что значит, при нашем фонде создали значит, международный парламентский центр. Вот это дети от 10-15 лет, значит, я кратко расскажу, там, значит, один ребенок смотрит на небо и спрашивает, интересно, кто создал человечество, Землю. Потом несколько дети отвечают, один говорит, мой дедушка так говорит, что человек создал Бога, другой говорит, Бог создал человека, разные мнения, потом их старший говорит, как видите, наши взрослые пока еще не определились, кто создал человека Вселенную, и нас делает врагами. Лучше нам дать хороший учитель поведением, и когда мы вырастем, мы будем мир без границ делать. И читает, у нас там еще формула победы есть, формула на английском Виктор называется. Эта формула тоже очень проста. Мы предлагаем, что давайте мы будем примем условно тайны, сущность, дух, любовь, это все там есть, там все названия, и в конце создателя. Ну, пока сущность не знаем, атом, нейтроны, протоны, электроны. Еще X нашли, Швейцария еще ищет, что X что такое, еще никто не знает X. Мы еще сущность не знаем. Дух вообще не знаем, откуда приходит, куда идет. Поэтому мы сейчас создали гимн фонда, там тоже мы говорим, что значит, человек тайна создателя, создатель тайна человека. Давайте мы все вместе скажем, только лишь один Он. От Него пришли, к Нему пойдем. Наш пароль только лишь один Он. Вот мы сейчас хотим так, детей так воспитывать. И сейчас я всегда говорю, значит, директор стратегического института, значит, Америки Эрик Петерсон, он говорил в своем выступлении, что выступление так называется, что в 2025 году Земля, мир, как будет. Что говорит, надо воспитывать, значит, детей, надо детей воспитывать, миролюбивых лидеров надо подготавливать. И чтобы дальнейших проблем не было, не только в Америке, во всем мире надо воспитывать миролюбивых детей. И вот у нас проект есть такой, что мы во всем мире будем построить дворцы миролюбивых лидеров, и так и детей так будем воспитывать, что дети говорят, что мы принимаем условно, и там, видите, там в клипах, что дети золотого века, там дети говорят, что нас объединяет формула победы, принимаем формулу победы, наш национальный человек, наша родина земля. Мы султаны-победители. Вот мы таких детей хотим воспитывать, и я всех
миролюбивых людей собирать, призывать к сотрудничеству, давайте рука об руку. Нам уже, я всегда говорю, в нашем фильме это все есть, просто надо помочь. Эти фильмы, несколько, я раньше выпускал журнал «Адам» с Турции, и везде ходил, говорил, что будьте Адамами, людьми. Потом смотрел, быть Адамом трудно, и сам включай себя. И когда я президентом Турции тоже встретился, мы говорим, вот оставим, да. Потом снял фильм «Человек». Потом смотрю, человеком быть тоже трудно. «Человек» 3 восклицательных, 3 вопросительных, 3 точек, 1 X снял фильм. Потом, кто говорит, я мутлый инсанам diyebilenler. По переводу, что кто говорит, что в общем, я мутлый инсанам diyebilenler, это счастливый тот, кто говорит, что я человек. Человек, вот такой фильм снял. Потом разные, там гимн я приготовил. Потом сейчас новый я сценарий написал и фильм снял на азербайджанском языке. Просто это такой фильм, что никто не может сказать, что это не так. И верующие, и неверующие. Тысячелетиями и неверующие не могут доказать, что Бога нет. И верующие не могут доказать, что Бог есть. И поэтому у нас предложение очень просто. Все величие мысли, это очень просто бывает. Допустим, Ньютон нашел закон притягивания. Яблоко попало в голову, потом нашел, что есть такой закон есть. Это тоже теперь и в 3 этапах люди понимают новую философию. В первом этапе говорят, нет, это не может быть. Штыки берут. А в втором этапе смеются, издеваются, говорят, что так не может быть. А в 3-м этапе говорят, это так, да. Но сейчас же вот такой же этап мы дошли, что все говорят, это так, да. Это Бога никто не знает до конца. Никто не видел Бога. И хорошо, еще у нас Мевлана, слыхали, наверное, все. Он говорит, что это значит, в вопросах любви, в вопросах религии, значит, до определенного места. А после этого места уже эта наука не может идти дальше. Наука попадает как осел, попавший в грязь. Не идет до конца. Поэтому все говорим, что давайте мы вот это условно примем тайну и будем уважать друг друга. Человеческая жизнь сколько? 60-70 лет. 20-25 молодость, после 40 старость. Остается 20 лет, а эти 20 тоже 10 лет спим. Давайте мы это примем формулу и будем уважать друг друга. До полного открытия духа. Мы пока дух не знаем, откуда приходит, куда. Хотя все очень, я не буду, хочу вас мучить. Просто я вас всех приглашаю сотрудничать. Потом, кроме этого, у нас есть еще один проект. Миролюбивые дети из Азербайджана будет принести. Я уже письмо королю Бельгии принес. И остальным королям тоже, там шаблон письма, что вот наши дети хотят, что весь мир вот таким образом свой, значит, нашу политику, не политику, нашу философию довести до всех ума, что и потом из других стран тоже мы будем приглашать детей, миролюбивых детей в нашем республике, чтобы они видели так своими глазами наши правды. Потом еще могу еще сказать. Вы подскажите. От этого, какие люди нужны? Ну, люди разные нам люди нужны. Вот кто эту форму принимает, мы всем будем уже даем, уже мы Баку дали несколько Турции даем, султана победитель, дипломы даем. Допустим, это может быть и ребенок должен, может быть, от 5 лет до 70 лет. Может быть, есть многие люди, что вот это принимают эту формулу. Просто сейчас люди, они уже не могут от своих традиций уйти. Потому что у меня дедушка такой христианом был, или мусульманом был, или не знаю, кто был, я и так придерживаю эту норму. А на самом деле они тоже никто не делает. Я обращаюсь к детям, что вот дети, вот мне 61 год, я сам тоже ищу еще. Ну, я знаю, что есть, Создатель есть. Поэтому говорим только лишь один Он. От Него пришли, к Нему пойдем. Все. А, допустим, один говорит, я Бога не верю, я совесть верю. Дорогой, есть совесть, это тоже это вера. Другой, третий говорит, я верю, допустим, в справедливости. Четвертый говорит, я верю в природу.
Поэтому в нашем формуле, там я представил, что большой круг, и там мы пишем природа, справедливость, создатель, разные вот это, совесть. И оттуда с большой круга, маленький круг я там сделал, значит, это маленький круг тоже человек, значит, это человека тоже мы делаем на 2 части, дух и это тело. Когда человек умирает, тело идет в землю, откуда пришел туда, а дух тоже идет, откуда пришел туда. И вот самое проще, что давайте условно примем это так, и будем уважать друг друга. Все, я повторяюсь, чтобы повторять мать учения, повторение мать учения, поэтому говорю. Теперь еще я там хотел что добавить насчет... вот это еще как будем строить дворцы любви, скажем, или дворцы миролюбивых лидеров. Вот, допустим, там 6 будет ходов, почему я 7 уже создатель. Допустим, один говорит, я верю в совести. Дорога будет или дверь. Ты веришь в совесть, пожалуйста, от этой двери зайди. Другой верит в природу, оттуда заходите. Четвертый, допустим, как понимает, да, Бога, оттуда заходит, а все потом вместе собираются, и все вместе будут молиться только лишь одному. И кто, вот люди, почему это не понимают друг друга? Потому что есть такие вещи, что, допустим, да, это стол, компьютер, или там ручка, журнал. И конкретно ты представляешь себе, что это журнал, и потом рисунок уже, это даже представляешь, это рисуешь у себя в голове, а это журнал, это что. А допустим, совести есть картина, рисунок нету, духа есть рисунок нету, а у Бога вообще нет рисунка. Кто как представляет, пускай представляете, да, почему из-за этого делаете? Это кому это угодно, только это политикам угодно, и кому угодно, некоторым религиозным деятелям. А на самом деле, вот честные религиозные деятели, все они понимают, что Бог один, вера другая, кто как хочет. И потом я еще добавлю, что я категорически против слова, что небесные религии. Небес, сколько небес есть? Одна небес есть, правильно? Небо одна. И Бог тоже один. Знаете, есть только небесные религии есть. Так надо сказать. А пророки все пришли, пропагандируют только лишь Бога. Просто у нас тоже некоторые неправильно говорят, ислам пришел в 7 веке. Почему ислам пришел в 7 веке? Мухаммед, пророк наш, саллаллаху алейхи, пришел в 7 веке. А остальные пророки все пришли, пропагандируют только лишь Бога. Все. Вот это немножко надо отредактировать эти слова. И потом эти все, я надеюсь, что поймут, это наша молодость будет делать, молодежь, дети это будут делать. Мы же, иншаллах, мы умрем, пойдем на тот свет к нему. Я хочу, чтобы вот я обращаюсь к детям, что взрослые не могут мир делать. Давайте вот вы сами соберитесь, сейчас век интернета, с интернетом будет, скажите, что мы принимаем формулу победы, все, наша национальный человек, есть одна нация. Вот я в книгах своих я пишу, если мы из обезьяны, в этом случае тоже родственники. Если мы из Адама, это тоже, в таком случае тоже мы родственники. Если еще одна версия, что мы пришли от другой планеты, в таком случае тоже мы родственники. Тогда что мы делаем? Вот потом на нашем сайте я хочу еще поставить всех, кто хочет, значит, на нашем сайте может присылать свое фамильное дерево. И каждый, если фамильное дерево будет присылать, и там мы поставим еще всему, докажем, что весь мир друг друга родственники. А что мы не можем делать? Ну, по-моему, столько хватит. Спасибо, что хорошо слышали. Благодарю вас.